В гостях у «Вечернего экспресса» Беслан Барателия, председатель Национального банка Республики Абхазия. С ним мы будем говорить о том, о чем полагается говорить с любым банкиром – о картах, кредитах и деньгах. Здравствуйте, Беслан. Большое спасибо, что пришли к нам в «Вечерний экспресс». У меня первый вопрос к вам, такой общий, возможно. Вы не так давно назначены на должность председателя Национального банка. Скажите, пожалуйста, за этот месяц вы успели вникнуть в банковскую сферу нашей страны? Сформулировали ли вы какие-нибудь конкретные предложения? Но по большей части мне удалось погрузиться в те процессы, которые протекают в банковской системе. Безусловно, в банковской сфере, как и в экономике, существуют свои проблемы, они не могут сосуществовать как бы в параллельном режиме, независимо друг от друга. И я бы сказал, что выход из того сложного ситуации, в котором пребывает банковский сектор, он потребует достаточно большого периода времени. И я уверен, что без государственной поддержки самостоятельно Национальный банк вряд ли сможет справиться с теми задачами, которые перед ним поставлены. Скажите, вот от чего конкретно надо лечить банковский сектор Абхазии? Какие такие вот основные проблемы, мешающие развитию страны в целом? Здесь главная проблема, которая, мне кажется, сложилась в системе, это кризис неплатежей, невозврата кредитов. Дело в том, что огромное количество кредитов, которые не возвращены банкам, они приводят к ухудшению устойчивости банковской системы, к проблемам, с которыми сталкиваются коммерческие банки. И те, в свою очередь, проблемы отражаются и на взаимоотношения коммерческих банков и Национального банка. Понятно. Вот главная проблема, связана с тем, что коммерческие банки не могут часто обеспечить возвратность и вернуть кредиты даже после решения суда. Вот если более подробно разбирать вот эту самую главную проблему, да, как Нацбанк, какими именно механизмами может повлиять на изменение этой ситуации? В принципе, здесь существует много способов, но опять же все это будет делаться медленно, не сразу, потому что любые резкие движения со стороны Нацбанка могут привести просто к закрытию проблемных банков. Поэтому Национальный банк понимает эту ответственность, которая лежит перед ним, не собирается таких резких движений делать и вводить строгие санкции в отношении банков, но мы хотим пойти по другому пути, оздоровить этот сектор, сформулировать новые принципы кредитования субъектов экономики, предпринимателей, ООО и так далее. Предложить более строгие подходы к выбору заемщиков, чтобы не было такого, что человек пришел с улицы: здравствуйте, я хочу кредит, никаких гарантий, никакого поручительства, никакого обеспечения, и чтобы уменьшить риски, связанные с деятельностью коммерческих банков. Вот это такое важное направление. Второе, мне кажется, нужно разработать совместно с государством проекты, связанные с финансированием кредитов, направленных на развитие важных для государства проектов. Но это может быть механизм финансирования проектов через Министерство финансов, через бюджет. Скажем, допустим, часть денег выделяется из бюджета Национальному банку, они там резервируются, и под эти резервы Национальный банк дает возможность, соответственно, финансироваться коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитовать субъекты под гарантией тех средств, которые находятся в Национальном банке в виде, скажем, депозита из Министерства финансов или там части бюджета. Вы полагаете, что вот такие механизмы, они будут способствовать тому, что люди будут возвращать кредиты? Да? Я думаю, что... Нет, я не сказал, что это один из способов. Это один из способов гарантировать, покрытие тех рисков, которые могут быть у коммерческих банков. То есть это такая схема государственно-частного партнерства при посредничестве банковской системы. Она во многих странах реализуется. Я думаю, если разработать такой механизм в Абхазии, то он, мне кажется, даст определенные положительные результаты в перспективе. Сейчас одна из главных тем, обсуждаемых в обществе, вопрос карт.
да? АПРА. Расскажите вообще, пожалуйста, про систему, про АМПРу. Она была запущена уже 2 года назад, да, но в принципе вот следующий шаг развития только сейчас мы наблюдаем. Дело в том, что непризнанность нашей страны западными странами не позволяла развивать вот эту платежную систему электронную в Абхазии. То есть мы не могли подключаться к Визе, к MasterCard, поскольку банки не могли имитировать карточки. И поэтому Абхазия была вынуждена развивать свою национальную платежную систему. Но эта система, в принципе, создана, но она пока не набрала те обороты, которые позволяли говорить об успешной реализации этого проекта. В последнее время, вот как-то этот процесс оживился, эта тема мне интересна, хочется, чтобы современные технологии тоже внедрялись в наше общество. И банки, коммерческие банки тоже стали выражать интерес к этому процессу, учитывая, что и государство поставило задачу, перевести бюджетников на использование пластиковых карт. То есть, я думаю, в течение этого года владельцев, держателей пластиковых карт будет до 5-10 тысяч человек. А сколько у нас сейчас терминалов, да, посттерминалов для оплаты картой? Я вот принес материалы, чтобы не быть голословным. Терминалы 2 видов. Банкоматы, сеть банкоматов и сеть посттерминалов. Банкоматы, я просто расскажу для телезрителей, это такие устройства, где человек, владелец карточки, может подойти и обналичить деньги. То есть, грубо говоря, получить деньги на руки. Таких банкоматов сегодня в Абхазии 23. 23 банкомата, начиная от Гагры, заканчивая, недавно был установлен в городе Гал. В этом году будет установлено еще порядка 20 банкоматов. То, что касается посттерминалов, это устройство, где владельцы карточек не обналичивают средства, а расплачиваются. Посттерминалы устанавливаются в магазинах, в ресторанах. Такие терминалы устанавливаются впервые в этом году. У нас на сегодня такие первые ласточки – это гостиница Рица, гостиница Атриум Виктория установила, Дольче Вита, Кантри Чикен, Гуада. Я, может, кого-то упустил. Буквально на пальцах можно пересчитать эти объекты. Но ежедневно число, торговых точек и ресторанов подключается, интерес растет к этому процессу. И вот за неполный месяц у нас всего оплачено на сумму в 60 тысяч рублей. То есть это маленький объем, 60 тысяч рублей для всей страны, но мы сегодня видим зарождение этого процесса. И я думаю, что к концу 2015 года мы выйдем на сумму в 300-400 миллионов рублей. Хорошо, скажите, пожалуйста, будут ли карты АПРА обслуживаться где-нибудь за пределами Абхазии территории? Раньше это было сделать невозможно в силу того, что наша банковская система не признавалась визой, MasterCard, платежными системами мы не могли интегрироваться. Но теперь, в то время, когда из-за санкций Россия стала создавать свою национальную платежную систему, да, и когда она заработает, российская платежная система, то тогда уже, я думаю, что нам удастся договориться, поскольку Россия признает Абхазию, о том, чтобы мы тоже стали участниками этого процесса, и наши карточки обслуживались в банкоматах России. Но это тоже этап, к которому нужно подойти. В стране, когда всего 2000 человек владельцев карточки, то есть мы не являемся таким интересным партнером для того, чтобы подключаться к системе. Но когда нас уже будет десятки тысяч, это 20 тысяч бюджетников, 10 тысяч работников, внебюджетных организаций, 50 тысяч пенсионеров, да, то есть когда у нас будет массив людей, то я думаю, мы уже будем представлять интерес для этой системы тоже, и нас будут принимать и воспринимать как партнера. Спасибо, Беслан. У нас в эфире был Беслан Барателя, председатель Национального банка Республики Абхазия.